Следующий вопрос, я в таком ключе. Вы все-таки же все время говорите про собственников жилья, значит, все они должны. Но есть такой момент, который мы сейчас обсуждаем, банкротство чистого города. Это не является ли пассивностью Совет дома и с управляющими компаниями, не находят общий язык? Из-за чего это произошло, произошло банкротство? Вот мы говорим всегда, собственники, они хозяева, собственники, они должны принимать решения. Да, собственники должны утверждать, но в то же время у нас в городе это произошло. Но почему это произошло? Из-за чего? Это же произошло не в один день. Вы прекрасно все это знаете. То есть это клубок, он постепенно нарастал и привел к этим печальным обстоятельствам, так скажем. По собственникам жилья, есть у нас люди инициативные, которые проявляют инициативу и не выбирают нормальную управляющую компанию, а есть люди пассивные, которые ждут, когда что-то им принесут, что-то сделают. Вот поэтому вся эта разница происходит. Банкротство, это, наверное, самое печальное, что у нас есть на свете. Как и физлиц, так и юрлиц. Сейчас произошло то, что произошло на самом деле. Сейчас в данный момент, конечно, не очень хотелось бы нам, чтобы какая-нибудь еще управляющая компания пошла по этому пути. Какие пути решения, чтобы не допустить, видим? Вопрос ко всем. Какие? Кто что может вот так? Но в любом случае, можно сказать, основной причиной банкротства управляющих организаций, вообще, в целом, и не только у нас на территории Чувашской Республики, это вообще на территории Российской Федерации, это большая существующая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В этом ключе немножко город Канаш, он имеет свою историю, то есть еще с того момента, как я даже приступил в государственную гражданскую службу, я когда приезжал сюда в город Канаш с проведением проверок, я уже знал, что у нас здесь, в городе Канаш, всегда уже были прямые расчеты, прямые договора, то есть такой проблемы существующей задолженности, как, например, в других крупных муниципалитетах не было. Но все-таки основной причиной это является большая крупная задолженность, как раз она возникает, может быть, по нескольким причинам. Первая причина как раз бывает неправомерные действия должностных лиц, которые являются руководителями, которые используют денежные средства, предназначенные ресурсы как по назначению. Буквально последние 2 года у нас уже укоренилась судебная практика, когда возбуждают правоохранительные органы уголовные дела по 165 статье Уголовного кодекса и привлекают руководителей предприятий к уголовной ответственности. И второй, конечно, это вопрос, когда процедура банкротства, это, конечно, низкий размер платы, который и тариф, который применяет управляющая организация. Но в большей степени, конечно, могу сказать, что здесь вопрос все зависит от самой управляющей организации. Как ты качественно оказываешь услуги, как ты работаешь с жильцами, как ты можешь им предложить тариф. Если они видят твою работу, видят твои затраты, то, соответственно, они и могут отработать данный вопрос, то есть предложен тариф утвердить на общем собрании собственника помещения. А так, конечно, разброс у нас по республике, даже и по городу Канаш, по тарифам разный. Есть схема, когда управляющая компания, я не удивлюсь, что скоро, все-таки, когда будут решаться вопросы по переходу домов, некоторые управляющие компании, не буду говорить, называть название, потому что это могут эту схему попробовать все, может быть, эту схему никто не будет. Когда начинают предлагать собственникам условия договора, а мы знаем, одно из самых существенных условий, это как раз цена, могут немножко допинговать. То есть начинается конкуренция. Кто-то забивает на 50 копеек, кто-то забивает на 30 копеек. Но, коллеги, все-таки предупреждаю, вы сейчас депингуете, а потом-то работу вам придется выполнить в полном объеме. Поэтому все-таки стараться конкурентной борьбой, именно оказанием качественных услуг, этим брать население,
а не снижением размера платы, потому что я вот езжу ежегодно в рамках как бы информационных дней, в рамках подготовки отопительного сезона во все муниципальные районы, во все вот городские круга, и вот вопрос у всех управляющих компаний, вопрос установки размера платы, ну, самый болезненный, самый актуальный. То есть я не буду называть район, но у нас есть район, в котором сейчас размер платы, то есть у собственники не устанавливают, применяется муниципальный тариф 6,20. Ну что такое 6,20 для управления многоквартирным домом? Это заключить обязательно договора с газовиками на обслуживание внутридомового газового оборудования, диспетчерскую службу обеспечить там работу, да, ну и практически все. То есть есть и такой тариф. Причем, когда его тариф подняли с 5,50 до 6,20, у меня сразу поступили обращения, на каком основании был увеличен размер до 6 рублей 20 копеек. Но мы все живем, все ходим в магазин, видим, сколько стоят строительные материалы. В этом году тем более существенный рост произошел. Но поэтому предлагаю все-таки берите качеством своих услуг, а не вот снижением размера платы, а потом вы эти работы не можете либо выполнить либо совсем, либо вы оказываете их некачественно. А так, конечно, этот, вот, основной причиной банкротства, вот, ну, причем банкротятся в основном предприятия не сами, предприятия обычно банкротят, и банкрот в качестве истцов как раз выступает в большинстве случаев, это как раз ресурсоснабжающая организация. Но вот переход на прямые договора, он как бы дал возможность, и управляющие компании многие синициировали такие собрания, чтобы перестать быть, можно сказать, как прокладкой между потребителем и ресурсоснабжающей организацией. Вот, но процесс идет, но в этой части, конечно, вот по теплу у нас самое дорогое, горячая вода, тепло самое дорогое. В Канаше вот таких прямые расчеты изначально, прямые договора заключены, таких проблем вот именно я не особо сильно не видел. Кто видит еще причину? К этому можно добавить, вот, по чистому городу тариф был 9,50 на содержание жилья. Сейчас в коммунальных услугах он 12 рублей. Может, управляющая компания что-то могут внести определенные свое видение, свою лепту в наш круглый стол. Александр Федорович. Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы на земле чаще работаем с людьми и контактируем с ними более чаще. Но у нас город Канаш большей частью построен хозспособами. Наверное, и вот эти позиции привели большей частью для большой компании доведены до банкротства. Но раньше был еще за сбор мусора, они рассчитывали. Сегодняшний день это уже нагрузка, она как бы снята с управляющей компании. Мы отвечаем только за территорию мусорной площадки. Ну а в целостности по процедуре перехода с одной управляющей компании в другую компанию, это очень щепетливый вопрос, потому что у людей разные позиции, разные мнения. И исходя из этого, чтобы провести собрание и довести его до логического завершения, это очень много времени нужно. Поэтому, наверное, администрация, я лично, мое субъективное мнение, правильное решение приняло как раз в период того перехода и обеспечить людей теплом. Это был самый главный важный вопрос. А мы, как управляющая компания, работаем с людьми. Они видят, они не только просто пришел, сказал, они идут в те дома, которые мы обслуживаем, смотрят, что у нас сделано, что не сделано, какие-то вопросы есть, проблемы. На сегодняшний день более широкий вопрос возникает со специалистами. Их не хватает квалифицированных. Вот в чем вопрос. Поэтому для того, чтобы обеспечить, нужны более усовершенствованные специалисты. А их нет. Их практически отсутствует. Остались те, которые раньше работали. Вот с этим вопросом это тоже как актуальную тему можно на обсуждение поставить. Еще вот, пользуясь площадкой, такой возможностью, мы тоже как раз коллеги хотели переговорить, мы, наверное, в курсе, да, что вот мы по вопросам специалистов разговариваем. Да, нехватка специалистов, наверное, во всех отраслях есть, в том числе и ЖКХ. Старое поколение работников уходит, а новое поколение не рвется, честно говоря, и мало кто хочет, наверное, получить образование сантехника или еще кого-нибудь, да, и пойти работать руками на землю.
Вот, но в любом случае, смотрите, коллеги, к чему я все подвожу. У нас все больше и больше обязанностей по размещению информации в системе ГИС ЖКХ. И с учетом того, что все знаете, что действующее законодательство у нас предусматривает переход на новые системы выплат субсидий, компенсации на оплату за жилищные и коммунальные услуги. Мы с 1 января должны были перейти на эту систему, но с учетом того, что не совсем были готовы, отложились до 1 июля. 1 июля мы как бы опять не в полном объеме смогли это реализовать, и было принято решение перейти до 1 января 2022 года. В чем заключается суть этого вопроса? Суть вопроса заключается в том, что сейчас органы соцзащиты будут получать сведения у вас. Сейчас они у вас получают по соглашениям подписанным. Вы им либо в программу отгружаете, либо как-то это существующие задолженности по вашим жильцам. А с 1 января это будет уже через государственную информационную систему ГИС ЖКХ. То есть они к вам будут отправлять запрос, вы должны эти запросы отработать и предоставить им сведения. Причем наличие задолженности будет подтверждаться судебным актом. Нет судебного акта, фактически, можно сказать, что нет существующей задолженности. Вы сейчас уже должны все выложить судебные акты за последние 3 года. Мы с вами это и на планерке, когда я приезжал, обсуждали. То есть, это все-таки прошу эту работу активизировать, потому что все-таки мы сейчас еженедельно проводим селекторное совещание, Минстрой России проводит с нами совещание, участвуем. Мы еженедельно фактически отчитываемся по тем показателям, которые есть. Чувашская республика находится на достаточно хорошем уровне, мы везде по всем показателям находимся в зеленой зоне, но все равно у нас есть дома, где либо отсутствуют договора управления, есть где отсутствует информация, поэтому вопрос подготовки специалистов, как раз в части и раскрытия информации в ГИС ЖКХ, то есть начинайте работу уже сейчас. Потому что в любом случае, если вы не будете отрабатывать на эти запросы, органы соцзащиты будут нажимать функционал, эти запросы будут превращаться в обращение в органы государственного жизненного надзора, а для нас это лишние проверки в отношении вас. Как лишние? Не станут у нас обязательными в отношении вас. И административная ответственность, как существовала, ее никто не отменял. Часть 2, 13.19.2 статьи. Это не в укор, это просто для того, чтобы пока есть такая возможность, пока есть возможность использовать такую площадку, Предыдущий же вопрос по предыдущему вопросу уже хотел Игорь Александрович обратиться и Анатолий Сергеевич, продолжение, все-таки же выход из этого. Какие проблемы вы видите? Проблемы по банкротству? Да. Тут уже правильно сказали, что одним из факторов является и низкий тариф оказания услуг. То есть мы же все понимаем, что содержание, текущий ремонт, заложены эти тарифы, если они низкие, то и, соответственно, низкое качество услуг будет предоставляться. Тут еще один момент, что сами собственники жилья имеют задолженность тоже в оплате этих тарифов. Потому что если анализировать, допустим, затраты, которые, скажем так, производит управляющая компания на содержание МКД и сбор средств на эти затраты, то там уже собственники, получается, могут оплатить 50% за содержание, за текущий ремонт, а предоставление услуг требует выполнения на 100%. Соотношение Доход не перекрывает затраты по-другому. Да, так? Оплата за содержание, текущий ремонт и затраты. Тоже один из факторов, я считаю, банкротства. Потому что невозможно работать себе в убыток. Любая же организация, она работает. Но все равно конкурентная среда, мы смотрим с каждым годом количество управляющих, как бы не говорили представители управляющей компании, количество управляющих компаний все думают, потому что с каждым годом растет. Она Нет, обладает
Не я не в укор, я просто хочу сказать, что многие люди, ну, идя в ЖКХ, наверное, думают, что это, наверное, все так просто и управлять корпорацией. К сожалению, пока настоящее действующее законодательство не позволяет, грубо говоря, как-то жестко ограничить доступ к этой деятельности. Но, сами понимаете, требования, они, как у нас были введены изначально еще с 2014 года, в 2015 году у нас как бы вся вот эта процедура лицензирования она была проведена. Ну, это наличие аттестата, это отсутствие судимости по экономическим преступлениям руководителя, это отсутствие сведений о включении в реестр дисквалифицированных лиц по линии налоговой, это, грубо говоря, оплата госпошлины и раскрытие информации на ГИС ЖКХ. Но раскрытие информации на ГИС ЖКХ, если он пустой, если он новенький, какая информация? Он про себя заявил, адрес, директор, и все. И они к нам заходят, и отказать мы не можем. Но единственное, работу с нулевыми организациями мы ведем вообще за весь период. С начала момента лицензирования у нас было аннулировано 41 лицензия. То есть они были аннулированы как по заявлениям самих, например, заявителей, которые хотели отказаться от данной вид деятельности. Но также у нас, если не совру, 23 лицензии мы аннулировали с учетом того, что люди получили лицензию, но прошло больше 6 месяцев, дома в управлении у них отсутствовали. Мы эти управляющие компании в судебном порядке лицензию аннулировали. То есть у нас такая возможность есть, она осталась и существует. Если в течение 6 месяцев вы не реализовали свое право, мы выходим в суд и уже лицензию аннулируем. Анатолий Сергеевич, я вас давно знаю, что вы в этой сфере. Ваше видение? Ну, в этом году как никогда подскочили цены вот на строительные материалы, поэтому здесь управляющим компаниям трудно выживать. И собственники же не являются инициатором повышения тарифа, естественно. Они хотят все, чтобы меньше был тариф у них. Приходится все-таки какие-то нюансы вроде бы как, пусть меньше сделать, но качественнее. Вот я заметил, хочу, даже вот тот минимальный перечень, который необходим, который должна управлять, вернее выполнять управляющая организация перед собственником жилья, она же тоже затрат материальная. А как быть, если собственники не полностью оплачивают, то есть это вот дом, да, там даже из 10 человек, там 5 человек оплачивают, 5 нет, а всем 10 надо, ну, согласно законодательству, выполнить перечень работ. И как управляющая компания, она изыщет эти средства на выполнение работ. Тоже вопрос большой. Да. У собственников требования возросли еще, да, к тому же. Они, собственники, порой сами за собой. Вот я мастером работаю на участке. Я вот прям, у меня сейчас работники работают на объекте, а я здесь сижу. И просто я знаю, как люди обращаются с управляющей компаниями. Они порой сами не понимают, и жалобы тоже в администрацию, недопонимание у них идет. У них первый вопрос, не вопрос даже, а за что мы вам платим, хотя понятно, что если посмотреть, то у них задолженность большая. Мы тоже работаем, Игорь Александрович, мы не сидим, мы работаем, мы обсуждаем, мы совещаемся, мы принимаем решения, чтобы не допустить подобной ситуации, которая произошла. Самая крупная управляющая компания в городе Канаш, это чистый город. Можно я скажу тоже? Еще обязательно. Когда они начали управлять, по-моему, 256 домов было, а сейчас вот 242 дома. Меньше уже. Уже меньше. Уже меньше. Да, обязательно. Что собрание депутатов, какие... Относительно причин банкротства чистого города является то, что в составе домов этой управляющей компании были дома, которые именно требуют больших затрат. То есть, если остальные управляющие компании, они всегда выбирали те дома, которых затраты маленькие, то есть новые дома выбирали. Состав чистого города 5 лет назад был отдан почти весь город. То есть, туда попали все дома одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные, то есть старые дома, старые постройки, где очень большие потери тепла, воды и всего остального. И все остальные управляющие компании, конечно, не в укор им будет сказано, они не хотят брать эти дома.
они поэтому зависали на чистом городе. То есть затрат у чистого города получается гораздо больше, чем у остальных управляющих компаний. На комиссиях мы даже обсуждали, хотели принять какой-то акт, чтобы если управляющая компания, допустим, берет какой-то новый дом, чтобы к нему присоединять еще другие дома, старой постройки. Дело до факта не дошло. Одной из причин, возможно, является вот этот момент тоже. А так, если в городе взять по сравнению с 5-летней давностью, как Виктор Владимирович озвучил, создана конкурентная среда между управляющими компаниями, это очень хорошо. То есть этот рынок стал конкурентным, и он, в принципе, начал работать. Раньше, 5-6 лет назад, в городе было одно ТСЖ и ее управляющая компания. Конкуренции ее не было. Сейчас, я думаю, вот эта созданная ситуация, она урегулируется. Алексей Сергеевич правильно заметил, именно вопрос домов, которые, как мы скажем, можно сказать, в кавычках, не ликвид. Да. Сейчас даже, грубо говоря, есть временное управление, то есть сейчас будет процесс как раз проведения собраний, как раз может тоже придем к такой ситуации, когда, скажем так, самые ликвидные дома, в которых, можно получать прибыль, на которых можно работать, будут уходить, в различные управляющие компании. А дома, которые, требуют действительно там больших капиталовложений, нужно где-то откапиталить, где-то, давайте сразу скажу, есть такие, у нас сейчас нет общежитий, у нас есть дома, где есть коммунального типа. Бывшие общежития, бывшие эти. В большинстве случаев в таких домах сбор денежных средств он не превышает 50-60% от начисленных сумм. То есть, как правило, в крупных городах такие дома берут по остаточному принципу. То есть, если с чем-то как-то, то есть, заберу, если как-то, то не нужен. Потому что, только по одному из районов мы 2 года пытались назначить управляющую организацию, но в итоге мы, конечно, ее назначили, то есть, потому что просто-напросто никто не хотел брать общежитие. Сбор очень маленький. Давайте откровенно скажем, и категория населения, которая в них проживает, многие и ведут и социальный образ жизни, то есть в порядке вещей, мусор, просто мусорный мешок. Мы туда приезжали на этот дом, просто смотреть, там без слез не посмотришь. Там стоит контейнерная площадка, отличная контейнерная площадка. Экоцентр поставил туда новый контейнер, но куда складировался мусор? Там спускается человек по лестничной клетке, у них есть спуск в подвал. Мешок с мусором летит не в контейнерную площадку, летит к этому входу. И потом, грубо говоря, это все выгребать управляющей компании, дослать. Единственное, конечно, да, сейчас вопрос касается как раз, может быть и такая ситуация, что лучшие дома уйдут, а останутся как раз муниципальные предприятия. Поэтому сейчас администрацию города тоже надо нести на месте. Нужно сформировать весь этот реестр управляющих компаний, которые дают заявки. И когда настанет момент, когда эти дома надо распределять, каждой управляющей компании вдогоночку эти дома немножко присоединять. Я, конечно, понимаю, коллеги, наверное, не каждому захочется забрать. Но... Сергей Иванович, подсказка хорошая для вас. Мы об этом думали уже. Хорошая подсказка, но необходимо как-то решить все эти вопросы. Потому что на самом деле есть проблемы, и жители о них говорят. И здесь мы сейчас убедились, надо как-то решить, не допустить в дальнейшем. Что? А так в целом, Владимир Александрович, большое спасибо, потому что, вообще пригласили, что мы смогли на такой площадке встретиться, переговорить и коллегам друг другу в глаза посмотреть, понятное дело. Я не скажу, что вы не воспринимаете нас как, можно сказать, мы по разную сторону баррикад, но мы с вами всегда коллегами являемся. То есть в любом случае, и работать нам предстоит вместе, потому что, основная цель – обеспечить наше население качественными жилищно-коммунальными услугами. Меньше жалоб, мы к вам в гости не приходим, не приезжаем, беспроверженные мероприятия не проводим. А так в целом очень полезно. Вообще, конечно, замечательно, что и телевидение дает возможность, то есть такие. А в следующий раз предлагаю какое-нибудь мероприятие провести уже с участием жильцов.
небольшой выездной прием граждан в какой-нибудь управляющей организации. Послушаем, о чем жильцы говорят о своих управляющих компаниях. Хорошо, я надеюсь, у данной передачи будет продолжение. Спасибо.